Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Думал ли он о вас сегодня? Вспоминал ли он вас? Ну и как он думал, как вспоминал? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Начнем с того, что он следит за вами в соцсетях. Если мужчина это ваш, с кем вы в паре, в браке, в отношениях, то прям сегодня прослеживал, отслеживал, с кем общаетесь, что публикуете, какие статусы там выставляете. Все это он напряженно изучал. И если мужчина новый, недавно только познакомились, то, скорее всего, с самого утра мужчина вас искал в соцсетях. Вот. Причем искал очень напряженно, боялся увидеть, что вы, например, не свободны, что у вас есть там чувства к другому человеку, да, вот кому-то вы отдали свое сердце. Так, дальше, девочки, мысли у него в основном к вам очень горячие. Тут такой сексуальный подтекст читается. Постоянно о вас мечтает, именно в интимном плане. Он ничего с собой поделать не может, сам на себя злится, вот только он, знаете, немножко расслабится, и вот она, вы голенькая, и он счастливый держит вас в своих объятиях. Ну, тайный эротоман мужчина, что поделаешь, такие бывают. Да. Прям мечтает, прям представляет. И, кстати, не исключено, что сегодня ночью прям у кого-то так и отыграется, что вы приснились ему в эротическом сне. Вот. И прям он, знаете, как кот, довольный кот над миской сметаны. Вот мечтает, представляет вас, и такая прям улыбка у него расплывается. Так, ну еще у нас ночь впереди, да, девчонки, даже страшно представить, что он будет делать. Если вы в паре, в браке, то мужчине очень хочется, соскучился по вам, может быть, у вас давно уже не было близости, либо настолько была классная близость, что вот говорит, хочу продолжение, хочу вторую серию, а может быть и там 4-ю, 10-ю. Да, вот прям возжелал вас, да, загорелся к вам. Ну, горит, девочки, это хорошо, когда горит. Так, еще о чем думал. Сожалел о чем-то, девочки. Чего-то он не сделал, чего-то не сказал, как-то себя не проявил. Особенно отыграется у тех, кто только испытывает симпатию друг к другу. У него был какой-то на вас план, какое-то действие он должен был накануне совершить. Может быть, позвать вас на свидание, может быть, подойти с вами поговорить, как-то себя выразить, да, через разговор, через действие выразить в вашу сторону. Но вот он себя настроил, он себя подготовил, но в последний момент он просто испугался и как страус засунул голову в песок. Да, ну, проигнорил, пропустил момент, не смог найти правильных слов. И, в общем, да, он об этом сожалеет, очень сильно сожалеет. Те, кто в паре, в браке, скорее всего, у вас напряженочка идет по его обещанию, которое он не выполнил. Да, что-то пообещал, что-то сказал и не сделал. А теперь думает, господи, ну что я за дурак такой? Ну вот оно того стоило. Сейчас у нас напряжение, сейчас у нас скандалы, грубо говоря, да, сейчас у нас недовольство между нами, вернее, происходит. Ну зачем? Ну это же мелочь, да, я мог это сделать, у меня были возможности это сделать. Ну зачем же я забыл, да, либо там не обратил на это внимание? Ну по глупости, девочки, по глупости. Хотелось бы, конечно, назад вернуться в прошлое, но это ж невозможно, да. Теперь нужно придумывать какой-нибудь план изощренный, да, чтобы вас задобрить, чтобы вернуть ваше и доверие, и расположение, и хорошее, конечно же, обращение, настроение. Так, еще, девчонки, вот у кого-то отыграется, что треугольник выходит, да, что есть какая-то женщина, которая к вашему мужчине неровно дышит и подбивает к нему клинья. Причем подбивает со всех сторон. Он очень боится, что вы об этом узнаете.
Да, она ему не интересна, да, она его там и не возбуждает, и не впечатляет, и вообще она для него так, репях, который прилип к его, не знаю, там, штанине, рукаву, например. И он думает, боже, ну вот если моя женщина об этом узнает, ну это ж позорище, это ж будут проблемы, она же меня не простит, она же меня порвет на мелкие кусочки. Очень этого боится. Вот он еще думал об этой женщине и думал, какая же она мерзкая по сравнению, например, с вами, да, какая она приставучая, нет у нее там ни совести, ни гордости, да, вот прям перед мужчиной стелется. И тут же думал о вас, какая вы, такая вот прям вся как царица, да, такая с горделиво поднятой головой, как вы себе цену знаете. Думал, вот моя женщина, она идеальная. А вот это, прости Господи, да, которая он прям под ноги кидается. Ну, есть такое, девчонки. На работе, скорее всего, у него такая женщина на работе, и вот она его прям, ну, преследует. Нервы ему делает, он уже, знаете, как на эту женщину у него глаз дергается, вот прям он ее видит издалека, уже чувствует, что сейчас опять начнет к нему приставать. И знаете, как поделать ничего он не может, но грубить на работе он не может, чтобы там коллеги плохо про него не подумали, а она ведь нормальных слов-то не понимает, она все равно и лезет, и лезет, и лезет, и лезет. И вот он, бедненький, вот очень переживает, чтобы вы не узнали. Кстати, возможно, он будет с вами говорить на эту тему, как-то завуалировано, может быть, даже не в отношении себя, а как будто бы у его друга какого-то такая ситуация. Ну, я думаю, вы все поймете, вы женщина умная. Я думаю, дадите ему хороший совет, именно ему, да, типа другу, но ему. Вот, и это ему поможет. Так, что еще думал? Девочки, кто должен ехать к вашим родственникам? Вот не хочется ему туда ехать, и все. Хоть и отношения нормальные, вроде как там не ругались, там с проблем нет. И не хочет, и не может себя заставить. И вроде как уговариваете, думаю, ну что, ну ради любимой женщины, ну что, поеду, ну все же ездят, все же общаются с родственниками, тем более он знает, как вам будет это приятно. И вот прям как из-под палки он себя заставляет. Знаете, что думает? Думает придумать какую-нибудь хитрую штуку, ну типа я заболел, либо я там ногой ударился, там еще что-то со мной произошло, чтобы все-таки не ехать. Если у вас есть возможность съездить самой, сделайте ему приятное, поезжайте одна. Вот. Не заставляйте этого мужчину изгаляться, врать, притворяться. Ну, надо же иногда тоже идти на уступки, девчонки. Так, еще что думал? Думал, что вам нужно что-то купить. Либо вы ему какое-то задание давали, либо вы ему что-то говорили, что вам что-то понравилось. И он думает, надо это купить, надо это купить. Но надо купить это дешевле, да, либо найти, где это продается дешевле. Не то, чтобы он жадный, не то, чтобы он не хочет на вас деньги тратить. Но такой мужчина все-таки, знаете, как рассудительный. Пытается сохранить свою денежку. И, конечно же, и вас порадовать, и так, чтобы сильно там в убытки не уйти. Возможно, либо уже искал, либо будет в течение дня искать, где бы ему эту вещь раздобыть. И так, чтобы со скидкой подешевле было. Скорее всего, в интернете будет искать. Так, еще он думал о каком-то отдыхе. Не знаю, либо ему в целом хочется отдохнуть, да, устал, бедняжка. Либо действительно отпуск. Хочу уехать в отпуск. Хочу отключиться, переключиться, сфокусироваться на вас, да, на отдыхе. И вот он об этом думал. Не знаю, то ли у вас разные предпочтения по отдыху. Может быть, он любит природу, а вы, например, природу, лес, горы, а вы, например, любите там море. Либо наоборот. И вот он думает, как бы вот, чтобы и вам, и ему. Да, вот как бы выбрать такой отдых, чтобы всем все понравилось и не было никаких, ну, допустим, там столкновений на почве отдыха. А для тех, кто сейчас на расстоянии с друг другом находится, знаете, он, скорее всего, еще сидел в интернете и подбирал какие-то маршруты, строил, как бы доехать так, чтобы не сильно разориться, но и в то же время, чтобы там не на собаках добираться. Скорее всего, подбирает билетики для себя, либо для вас, может быть, а может быть, и он вас позвал к себе.
что-то просматривал. Мне почему-то какие-то таблицы идут, какие-то вот, знаете, как там эти с цифрами, ну, как сколько денег платить надо, либо сколько времени в пути надо быть. Что-то такое просматривает. Так, еще о чем он думал. Если у вас имя на букву Н, да, зовут вас на букву Н, Надежда, Наталья, то мужчина думает о каком-то красивом жесте в вашу сторону, каком-то, не знаю, ценном подарке, колечко, может быть, какие-нибудь сережки дорогие. И он очень хочет сделать гравировку, там, типа, ваши инициалы, может, там сидит сам, пытается эту букву Н красиво нарисовать. Возможно, кстати, если вы не в паре, не в браке, то мужчина будет вам делать предложение вступить в брак, да, дарить вам колечко, там, где будут ваши инициалы, его и ваши, и там прям сердечки, да, все дела. Будет красиво это все делать. Ну, по крайней мере, мечта у него, такое желание, он об этом думает, что прям удивить, поразить, восхитить. И, кстати, не только вас, кого-то еще. Ну, типа, посмотрите, какой я романтичный, посмотрите, как я умею красиво за любимой женщиной ухаживать. Так, девчонки, кто дал мужчине список с покупками? Тут есть такой страдалец, который над этим списком просто чахнет. Он половины не понимает, что это, другую половину он не знает, где искать, в каких отделах, либо в каких магазинах. Но прям дали ему какую-то такую сложную задачу, это какой-то невыполнимый квест для него. Ругается на вас, говорит, ну почему я должен после работы там ехать, что-то покупать, закупать, я не знаю, как это выглядит. Зачем она это со мной делает? Ну, немножко злится на вас. Знаете, как думает? Думает, вот заеду в первый попавшийся магазин, вот куплю, что будет, вот, а ей скажу, что, ну вот, не было, да, ничего не было из твоего списка. Вот куплю там пиццу, например, да, либо там килограмм картошки, скажу, ну вот, все. Вот так получилось, да, вот в магазинах дефицит, голые полки. Либо скажет, ой, мне так было некогда, вот я в первый попавшийся заехал, к сожалению, по твоему списку ничего не было. Ну, такой хитрить будет. Вы тогда ему список магазинов с локациями желательно скиньте, да, где можно заехать и отоварить ваш список. Иначе будет вам купленная пицца, да, либо килограмм картошки. И делайте с этим, что хотите. Так, еще о чем думал. Думал о том, что он устал. Думал о том, что вы давно, я не знаю, как-то к нему не прикасались. Может быть, вы массаж умеете делать, либо, знаете, как в шутку, может быть, там массажировали его. И вот у него такая усталость, боль между лопатками. Он думает, боже, вот ваши бы лечебные, добрые, ласковые ручки, да чуть-чуть меня помассажировать. Прям хочется, и вас хочется, и прикосновения ваши хочется, и массажа от вас хочется. Прям бедненький такой сидит, думает, ох, скорее бы к ней, скорее бы ее увидеть. О чем-то рассказать хочет, либо показать что-то хочет, что-то интересное, что-то смешное, что-то забавное. Знаете, как люди там просматривают всякие интересные ролики, там сохраняют их, вот, и ему хочется вам показать. Не просто переслать, чтобы вы там посмотрели, улыбнулись, а именно показать, что-то откомментировать, прокомментировать. Так, девчонки, если еще он вам не писал смс-ки, то скоро напишет. Напишет, причем ну, что-то такое простенькое, либо просто смайл какой-то интересный вам пришлет. Желательно, чтобы вы сразу ответили. Вот прям телефончик возле себя положите, чтобы вы сразу ответили. Потому что он и так, видите, за вами подслеживает, напрягается. А тут прям может себе целую историю придумать, что вы не отвечаете на его сообщения, потому что с любовником в кровати заняты. О боже, я несчастный рогоносец. Да, может, он такой у вас фантазер. Вообще мне идет такая информация, что у него какой-то всплеск гормонального фона и очень сильное желание реализоваться как мужчина, ну, вот в плане интимном. Вы простите, но я не знаю, как еще более прилично это все сказать. Вот, очень-очень ему хочется именно близости с вами. Даже если вы уже люди достаточно возрастные, либо вы только в начале своих отношений. Вот прям хочется и все, ничего с собой поделать не может. Он постоянно об этом думает, он постоянно к этому скатывается.
И вот он вроде себе говорит, ну что ты, ну не мальчик же, да, ну что ж ты. И все равно он приходит к этой мысли о вас, о желании, о страсти, о обладании вами. Ну прям ничего с собой поделать не может. Девчонки, будет соблазнять, вот как хотите, помяните мое слово, будет соблазнять, будет искушать всякими там красивыми словами, не знаю, там подарочками, прикосновениями, какой-то романтикой. Вот прям хочется, чтобы вы, видите, вместе горели, чтобы и вы горели, чтобы видеть страсть в ваших глазах, ваши расширенные зрачки. Ну и, конечно же, реализовать это накопившееся желание в себе. Вот что хочется. И ради этого он будет готов на все. Если у вас есть какие-то просьбы, которые он не выполнял, девчонки, я вам дала ключ. Я вам дала ключ, чем его простимулировать для того, чтобы он исполнил свои обещания. Мужчина хороший, да и вы хорошая женщина. Любовь между вами. Вот кем бы вы друг другу сейчас не были, между вами любовь и очень сильное притяжение. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.